поворачивал на Лермонтова 63 и увидел девочку на обочине дороги, по газону шла, заплаканная вся, но сначала проехал мимо, потом думаю, что-то случилось, получается. Развернулся, подъехал, спросил, ну и такая ситуация была, он говорит, потерялась. Он спросил, как зовут и все такое, сообщил сразу же в органы, остановился там же на месте. И привезли в ПДН. Да, я сразу привез в ПДН сюда. Я как зовут? Она в коррекционной школе учится, Она плохо, Мгм. да, разговаривает на охоту. Ага. То есть у нее задержка психического развития получается. А вот в таких случаях какие действия? В данном случае повезло то, что у нее при себе есть школьная карта. Мгм. Тут получается фамилия, имя, отчество, где она учится, Мгм. написано. Мгм. И мы сразу связались с школой, с социальным педагогом. Она сейчас уведомит родителей, получается. Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. Мы находимся в городском отделе полиции номер 2 города Якутска, который располагается в самом центре нашего столичного города. Давайте сегодня узнаем, какие функции он выполняет и как несут службу наши стражи правопорядка. Дежурной части второго отдела входит регистрация сообщений, заявлений поступивших. Это получается нам звонит по 02, поступает вызова или по 112 по телефону городскому. Либо люди сами написать заявление, обращение в таком роде. Сегодня вечер пятницы. Сколько до 6 часов поступило обращений? В данный момент всего зарегистрировано 64. 64. 64, да. Из них половина, например, да? Пьяные в общественном месте, там теплая остановка, лежащие в таком роде. И семейно-бытовые вызова, там тоже пьяные шумят, соседи громко шумят. Но это после 11, там 12 часов такие вызовы поступают. Поступил вызов. Дальше какие действия? Например, вызова нам поступает по 02, да? Там пьяный в подъезде лежит. Да. Ну, вызов. По 02 переходит, СОДЧ программа у нас есть, да? По СОДЧ приходит сообщение, мы отрабатываем сразу либо ППСникам, патрульно-постовой службе даем, Передается. передается информация, либо участковому, дежурному участковому. И данное сообщение отрабатывается в течение там 15-20, ну, в зависимости от времени и во сколько поступил вызов. Да. Во сколько начинается дежурство и когда заканчивается? Дежурство происходит, да, с 8 часов утра на следующее утро. Потом происходит с 8:30 заступает новая смена, и мы идем со старой сменой. Получается следственно-оперативная группа, туда входит следствие, дознание, опер, эксперт, и вместе с ними начальник идем сдаваться, и дежурный участковый. Получается, вот все эти люди, они здесь всю ночь сидят, Да. и на любой вызов могут в любом случае отреагировать. Да, именно дежурная смена состоит в том, что они на сутки все здесь находятся. Что бы ни произошло в городе. Да. Расскажи, пожалуйста, вообще вот про самое, наверное, такое известное место, да, обезьянник. Понятно, там запахи, там всякое такое. Вот когда бывает полегче, да, там летом, зимой? Полегче зимой, потому что все вот социальные люди, они прячутся, ну, от холода. У нас вот автовокзал, летом все они там, как на СС приходят, очень много бичей новых появляется каждый год. Так, в основном, ну, одни и те же лица каждый день выставляется. Хроники дня. Да. Ну, там летом запах такой страшный, конечно, из-за жары. Ну, сложновато. Зимой полегче. Вот идет оформление иностранного гражданина, таксиста, который со слов пассажирки ударил ее. Ну, там пока будет выясняться, правда, неправда, тоже неизвестно. На данный момент в камере административно задержанных содержится 9 человек, из них 3 по уголовному делу, 4 по статье 20.1, часть 1, это мелкое хулиганство, и 2 20.21, это проявление в общественном месте состояния алкогольного опьянения. Вообще, как, на ваш взгляд, не хватает ли медицинских вытрезвителей, нужны ли они? Конечно, не хватает, было бы, ну, лучше было бы. Вообще в отделе полиции постоянно рабочая атмосфера. Вот приехал участковый уполномоченный,
который с 10 утра, сейчас примерно 8, уже 9 вечера, даже ближе к ночи, приехал, и давайте узнаем, какую работу он исполняет. Вот это вот дело какое? Дело у меня получается, он упал в этом поселке Вердигостях с гаража. Я из гаража говорю. Находясь в гараже, упал со второго этажа вниз и получил травму лица. А почему в Якутске? Его госпитализировали оттуда, отправили по направлению больницы местного, отправили сюда, в ЛРБ, и его госпитализировали в черепно-лицевой больницу, ЛРБ-2, то есть. Ну, расскажи, пожалуйста, вот сколько у тебя дел было за сегодня? В основном, что происходит в городе? У меня сегодня было вызовов, наверное... Сколько у меня вызовов было сегодня? 20 тесто. У меня сегодня 20 вызовов было. Из них есть, начиная соседи шумят, там не дают спать. Вот такие вызовы есть в дневное время, в ночное время есть тоже. Сосед меня оскорбил, там не пропустил лифт вперед, сам зашел вперед вместо меня. Тем самым оскорбил. Есть такие даже. Там есть вызова, угроза жизни, здоровья есть, побои есть, причинение тяжкого вреда есть, легкого, среднего вреда здоровья. А вот это вот дело? А это дело у меня... Тут в соседнем доме пьяная женщина там стучалась в другую квартиру, перепутала именно свою квартиру и соседнюю квартиру этажами. Она находилась в алкогольном опьянении, все еще еле стояла. Не будет, там материал проверки пока. Но там оттуда позвонили, врачи говорят, там он теперь на сестер кидается. Он пьяный теперь. Да я понимаю, 0,2 не передавали за информацию дольник. Счастливое завершение истории с девочкой, которую нашли на улице. Пришла мама, сейчас ее заберет домой. Александр Николаевич, расскажите, пожалуйста, какие функции выполняет городской отдел полиции, какие есть полномочия, отделы, вообще какая работа проводится? У нас в городе Якутске 4 городских отдела. Значит, у нас второй отдел это в самом центре города Якутска находится. Охватывает, так сказать, самое большое количество населения. Львиная доля регистрации, сообщений о преступлениях тоже также проходит по нашему отделу. Ну, какие функции? У нас дежурная часть, начинается с дежурной части, участковый уполномоченный, уголовный розыск, подразделение по делам несовершеннолетних, ну и следствие и дознание. В среднем за сутки у нас регистрируется около 90-100 сообщений. В выходные дни в основном они идут в ночное время, это с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Ну и какие сообщения регистрируются, наверное, интересно, да? Да. Но большинство, так как это центр города, у нас нарушения общественного порядка идут. Нарушения общественного порядка и потом также семейные, так называемые бытовые скандалы. И, ну, конечно, преступления – это кражи, мошенничество и иные другие преступления. Сейчас оперативники где работают, что делают? В данный момент наша следственная оперативная группа выехала по обнаружению трупа в квартире. Да, пройдем. В данный момент наша следственная оперативная группа работает по вызову обнаружения трупа по улице Кандашвили. Данный вызов поступил в 4:05. В данный момент там работает СУСКА и наша следственная оперативная группа, получается эксперт. Так, данный вызов поступил с друга, который забеспокоился своего друга, который не выходил на связь в течение 3-4 дней. До этого он там распивал алкоголь и напитки в течение примерно месяца, кажется. Еще уточняется информация данная. Следствие пока там работает. Александра Васильевна, расскажите, вот вы приехали с трупа, да? Да. Какой-то инструментарий с собой брали? Чемодан криминалиста. Тут у нас пакеты для изъятия следов дактилоскопических, трассологических. Здесь у нас специальная, получается, валик, чтобы мы дактилоскопировали людей, либо трупов. Краска дактилоскопическая. Также у нас имеется сантиметровка.
порошки дактилоскопические, чтобы изымать следы рук на месте происшествия. Кисточки, фольга, чтобы изымать запаховые следы. И дезинфектор для рук. Обязательно, мало ли. Потому что работа... Да. Вот расскажите, скажем, о вот этом выезде. Что там, что там? У нас поступил вызов, что друг позвонил, получается, своему другу и сказал, что не выходит на связь где-то 3-4 дня. Поехали, получается, по адресу, где он проживает. И там, получается, дверь не открывали, но снаружи, внутри, когда телефон звонили, телефон был внутри. Вызвали МЧС, вскрыли дверь, и там был обнаружен труп мужчины. Предварительные данные какие-то можете дать? Мужчина был в запое 7-10 дней. Ну вот, видимо, белая горячка и... Не выдержало сердце, наверное. Да, сердце не выдержало. Ну тяжело у вас работает. Что как бы помогает вам держаться? Ну, семья, поддержка близких. Все поддерживают, знают, что у меня работа сложная, поэтому дома отдыхаю. Не думая о ней. Не думая, выхожу, сразу забываю все вызова, все, что происходит за сутки. Назначили экспертизу холодного оружия, холодное или нет. Расскажи, пожалуйста, какие дела расследуются вот сейчас, какие наиболее актуальные, может быть? Наиболее актуальными сейчас идет мошеннические действия. Это, в принципе, во всех, все статьи, начиная от части 1 до части 4. И как показывает практика, сейчас в основную массу попадают бюджетники. Это вот у нас бюджетники. Если взять, вот, допустим, примеры из прошлой недели, как сделали то, что через Telegram вышли как руководители, и началась переписка, то, что якобы в ФСБ выйдет куратор и с ним свяжется, уладит кое-какие вопросы по линии там, нацбезопасности. И все вот начинается с этого периода, там буквально разрабатывали там в течение месяца, и все там под диктовку, и вот люди начинают брать кредиты, и в основном это делается как в одном банке идет, заявку кидает, и сразу же в этот же день в других банках, чтобы другие банки пока могли утвердить. Один банк дает 1 миллион, второй банк миллион. В итоге, когда начинается через месяц, только они узнают то, что они в один день брали кредиты в разных банках. Вот какой-нибудь есть яркий такой случай, который запомнился? Вот, допустим, также вот на той неделе работник Национального архива взяла вот кредиты на сумму 3,5 миллиона. Она сама 57-го года рождения, уже в возрасте. Я не могла себя ограничить. А вообще какие есть советы, может быть, чтобы не попасть на эту удочку? Ну, да, конечно, сначала, сразу, когда, допустим, переписываются даже там знакомые, незнакомые, руководители, в любом случае сначала позвонить по номеру. Вот, допустим, она же могла же позвонить, это как бы действующий человек, да, действительно, это руководитель. Она знает номер телефона руководителя, но не досужилась позвонить по номеру. Просто вот доверилась на переписку через Telegram. Вот, нужно быть осознанным, чтобы с кем разговариваешь, нужно знать хотя бы там по номеру телефона. Просто проверять, есть ли этот человек действительно. Да, такой, там, действительно ли там нас кто-то проверяет, там, полиция, либо ФСБ. Помимо мошенничества, есть ли какие-то, может быть, сезонные у нас дела, которые возбуждаются вот весной какие-нибудь? Ну вот начало весны у нас начинается рост преступления, это по краже велосипедов. Вот, люди оставляют там велосипеды, не пристегнутые, или еще там где. И вот у нас начинается такая сезонная. Зимой у нас кража портативных гаражей, так называемый монтаж. И
весной еще вот дачные участки, когда люди переезжают в дачных участках, и тогда замечают то, что была совершена кража, допустим, зимой. Здесь у нас располагаются наши дознаватели, исследователи. Функция дознавателя у нас занимается расследованием уголовных дел небольшой тяжести и средней тяжести, а следователи более средние и тяжкие, высокотяжкие преступления. Какой характер дел вообще расследуется у нас в основном? Ну, в производстве у следователей у наших находится порядка 30 дел. 10, которые у нас раскрыты, это то есть с лицами, и 20 дел, которые у нас без лиц. По ним проводятся оперативные мероприятия, принимаются все меры для раскрытия данных преступлений. То есть там не установлен человек, ну, грубо говоря, который совершил данное преступление. Преступления у нас совершаются в основном по линии ЭТТ, так называемые, это преступление мошенничества. Мошенничество – это вот людей, звонят мошенники по телефону, вводят в заблуждение, что они являются сотрудниками полиции, сотрудниками ФСБ. Также у нас идут подменные сайты. И вот людей таким образом вводят в заблуждение, и на людей оформляют кредиты все дистанционно. Ну вот, в общем, как-то так. Классическая всякая разная там мокруха там уходит в прошлое, сейчас уже кибер такая преступность. Да, в основном такая масса. Также у нас сейчас у людей же всех деньги хранятся на электронных картах, которые обычно у нас из-за своей невнимательности люди теряют карты, а потом в последующем находят преступники и идут по магазинам данными картами расплачиваются. Что можете сказать о своей работе? Любите ее? Очень. Да, я призываю молодых людей устраиваться к нам в полицию, именно в орган предварительного следствия. Работа у нас очень интересная. Да, есть свои какие-то недостатки, это в плане того, что у нас ненормированный рабочий день, но у нас очень это компенсирует министр внутренних дел, стимулирует молодых следователей, выплачивает им премии. Мы находимся в отделе дознания, который занимается преступлениями, расследованием преступлений небольшой и средней тяжести. Звучит, конечно, как небольшая, вроде бы неважная. На самом деле у ребят огромный пласт работы, который обычно у обывателей и ассоциируется с работой полиции. Это различные пьяные скандалы, бытовуха и тому подобные вещи. Варвара Максимовна, расскажите, пожалуйста, вот здесь вот зашли, и я сразу увидел нож. Что это? Это непосредственно нож, орудие преступления по факту угрозы убийством в отношении гражданки города Якутска, где, получается, лицо при совершении преступления использовало непосредственно нож. И данное преступление, по предварительным данным, она восприняла как реальную угрозу для своей жизни. Проверка покажет, потому что пока все обстоятельства еще не выяснены. Поэтому предварительно я не могу сказать окончательное решение по материалу. Скажите, пожалуйста, вот подобного вида дела, это типичные? Вообще, что в отделе у вас расследуется большая часть? Да, превентивный состав преступлений, в основном дела, связанные с нанесением телесных повреждений, в частности, это бытовые преступления, имущественные, в частности, это кражи. В настоящее время я оканчиваю двухэпизодное уголовное дело по факту присвоения имущества организации, когда лицо, получается, работало, было трудоустроено в организации, и за указанный период времени трудоустройства похитил, то есть присвоил непосредственно имущество организации, в дальнейшем его реализовал с целью обогащения, соответственно, для своей выгоды. Если не секрет, какое это имущество было? В частности, он похитил ноутбук организации и системный блок. А то, как в этом всегда вспоминается в таких случаях, как в городке он тележки воровал. Здесь уже более цифровая. Здесь уже, да. Нравится ваша работа? Отчасти работа нравится, поэтому и мы и работаем. Помогаем людям. А почему только отчасти? Ну, работа, во-первых, она трудная, и, соответственно, не каждый здесь высидит и вытерпит этот труд. Поэтому думаю, что только из-за того, что любишь профессию, здесь остаешься. Здесь у нас камера административной задержанных.
разбору с заставленными лицами, нарушителями. Здесь и происходит оформление всей этой документации задержанных. Расскажи, пожалуйста, какие процедуры проходят доставленные, в чем заключается вообще? Составляют граждан, совершившие административные правонарушения. В первую очередь устанавливаем личность. Далее составляю административный протокол, после чего данный гражданин помещается в кассу, камеру содержания. В данной системе Papillon МДС прокатываются пальцы, устанавливается личность и регистрируем дактилоскопирование. То есть сейчас вот чернилами не надо пользоваться? Да, новые технологии. Отработали маршрут и обнаружили лицо без определенного места жительства, который хулиганил, доставили во второй отдел полиции для оформления протокола 20.1 КУАПа. Сейчас задержанный там стоит. Оформляем протокол. Какое место жительства-то? Нет, почему? У меня есть где. А где? Улица Некрасова. А чего пьяный-то ходил? Ну я с работы шел. А на работе пил? Ну, после работы выпили с ребятами. Ага. И вот я на работу шел, на работу, с работы домой ехал. Ну, шел, до остановки зашел, и меня полиция поймала. А что делал за остановкой? Как автобус ждал, как на остановке что делают? А говорят, хулиганил же? Я не хулиганил. Хорошо. Я спокойный человек. Самый спокойный человек в мире. А ребята подбивают рапорта. Что это значит? Вызова поступает, собранный материал регистрируем. Завтра отдаем начальнику на подписку по последственности. Ну, давай расскажи какой-нибудь рапорт, вот, например. Что там произошло? Ну, вот обратилась в республиканскую больницу, например, с травмой. То есть участковый будет потом собирать материал, спрашивать, вот, надо, не опрошенный человек. Завтра участковым передаст материал начальнику, чтобы опросили, как получила травму и так далее. И будут решения, там, отказной материал или что. Это специально номенклатурное дело. 8:45 вызов поступил с адреса Кирова. Там, получается, в подъезде 5 бомжей шумят. Туда выехал участковый, материал собран. Дальше будет решаться, там, что будет. Так, дальше, например, 9:06 поступил вызов с Октябрьского. Типа не учится, ребенок не хочет пойти в школу, 15 лет. Туда направили ПДН-часу. Тоже материал собран, дальше будет отрабатываться, например, да. Такие еще есть, анонимно дают вызова, например, Аюрского 6, на тротуаре лежит пьяный мужчина. Туда, например, на такие вызова направляем в патрульно-постовую службу, отрабатывается тоже. Иногда находят человека, если человек пьяный, то его везут сразу на медосвидетельствование, потом дальше к нам, ДПРу, например. Ну, например, с данного адреса, да, Аюрского 6, например, 2-3 вызова поступают. Например, прохожие звонят, анонимно дают, некоторые 03 звонят, 03 тоже нам передают. Так, вот. Одно и то же дело? Да, только... одно и то же дело, например, с одного адреса, например, 2 вызова сразу приобщаем к одному делу, потому что один и тот же вызов получается. Так, еще иногда звонят, например, да, 10 утра. Лермонтова стоит, машина заброшенная, прохожий тоже звонит, либо квартиранты там с соседнего дома, типа машина стоит давно, проверьте, просят участкового там. Либо, иногда бывают такие вызывы, либо на машину, сейчас снег тает же, с крыши падает снег, это машину на крышу падает снег, тоже просят участкового, направляем материал. Разрабатывается. Ну, в основном вызывают
Вот, Горького 96, вызов поступил 10:48, да? Лежит женщина в подъезде в алкогольном состоянии. На вид 48-50 лет, бомж. Например, квартиранта звонит, вызывает. Например, такой вызов интересный есть. 1057 Белинского 32. Обращаешься, что на их WhatsApp, да, поступило сообщение от неизвестного телеграм-канала. Вот, также такие вызывают. Иногда даже курьезные вызовы бывают. Вот. Холодная вода идет, горячей нету. Просят участкового. Такие тоже вызовы бывают. Например. Либо в подъезде свет не горит, просят участкового, например. Пропали деньги, украли деньги, дают вызов, да? Направляем оперативную группу, там следствие, опера, да, эксперта. Вызывавшему заходят в квартиру, там проверяют, потом вдруг в ходе проверки обнаруживают деньги, там под диван упали или что, где-то, иногда даже забывают. Вот одна заявительница недавно подходила, купила ботинки мужу и забыла про это совсем. И заявляет, что у нее украли деньги. Потом вспомнила и вот. Недавно привезли двое граждан, мужчина и женщина, улица Петра Алексеева, 25, дробь 1, возле дома находились в состоянии алкогольного опьянения. Задержали сотрудники ППС и далее доставили в второй отдел полиции. На данных граждан был составлен административный протокол и выписан штраф. Наша работа это профилактика преступлений, правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, профилактика неблагополучия среди семьи. Каждый день мы сталкиваемся с такими правонарушениями, как распитие спиртных напитков, злоупотребление спиртных напитков законными представителями, оставление в опасности малолетних детей и так далее. В дневное время обычно правонарушения допускают несовершеннолетние, это мелкие кражи, курение в общественных местах, распитие спиртных напитков, мелкое хулиганство в магазинах, в торговых центрах. Так как мы располагаемся в центральном районе города, все торговые центры, развлекательные центры расположены у нас, и все состоящие на учете со всего города стекаются именно в центральный округ и совершают на нашей территории. И мы уже направляем карточки на выявленные лица уже по отделам, после проделанной работы уже. В ночное время это у нас уже бытовые вызова. Бытовые вызова, когда сожители распивают, собирают посторонних лиц, мы их выявляем по сигналам соседей, родственников и так далее. Иногда даже бывает, дети сами звонят, что родители вон пьянствуют и так далее. Мы выезжаем, приглашаем обязательно специалистов департамента опеки. Они при обследовании семейно-бытовых условий уже принимают решение помещать детей в социально-реабилитационные центры. Это сейчас у нас называется Центр содействия семейному воспитанию Республики Саха-Якутия, находится на Петра Алексеева, который 97/1 или 95/1. Туда помещаются дети до 6 лет. Потом, начиная с 6 до 18 лет, уже мы помещаем в реабилитационный центр, Центр содействия семейному воспитанию, Берегиню. Уже мы сначала их как бы в отделении первичного приема мы их помещаем, и если родители не успевают собирать вот этот перечень документов, которые они должны собрать, это вот справки с нарколога, с психоневрологического диспансера, с места работы и так далее, все это вот характеризующий материал, если они за 2 недели не успевают собирать, мы уже детей уже отправляют в сам реабилитационный центр, который находится по Маганскому тракту, в Мартинском районе, где они могут находиться вплоть до года даже. Бывают такие родители, которые вот сдали детей и забывают вообще. Тут продолжают вести разгульный образ жизни и так далее. Вот мы с ними и боремся ежедневно. А вот здесь вот у вас такая интересная книжечка, да? Серия комиксов МВД Якутии.
Вот скажите, пожалуйста, с чем она приурочена, зачем это все делается? Очень интересно. Такая серия комиксов МВД Якутии выпущена в целях пропаганды органов внутренних дел, на помощь нашей работе в целях профилактики правонарушений, преступлений и так далее. Касательно полевых работ, вот сегодня пятница вечер. Что сегодня будет происходить по вашему вектору, направлению? По нашим направлениям сегодня у нас, например, проводится 2 рейда. Это по линии НО, это по линии наркотиков, и по линии мигрантов, нелегальных мигрантов. Как правило, у нелегальных мигрантов есть множество детей малолетних, которые также не зарегистрированы, которые также проживают в ненадлежащих условиях, где санитарные нормы не близки к идеалу, скажем так, да, в целях этого исследования. И плюс основные вызова наши, которые обслуживает уже дежурный инспектор с водителем и участковым полномоченным. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать инспектор по делам несовершеннолетних? Ну, во-первых, это стрессоустойчивость, самое главное, потому что некоторые не выдерживают. У нас большая текучка из-за того, что люди не выдерживают в основном. Ну, это дети, это эмоционально сложно. Самое ценное, что у нас вообще в жизни есть, это дети. Поэтому, когда люди видят, как дети страдают, как дети, у них разрушается психика, люди в основном не выдерживают. Очень много жестокого обращения с детьми. Бывало даже такое, что мама заперла детей 3-летних и на 7 дней ушла. Бывало, дети падают с 12-го этажа, 5-летние. Вот. Такое выдержать не каждый сможет. Бывало, даже пьяный родитель придавил месячного ребенка. За неделю у нас в декабре погибло 2 ребенка по вине родителей, которые не дошли до месяца после рождения. 1 по вине родителей, 1 по халатности. Все равно по вине родителей халатное отношение к малолетнему ребенку, оставление ребенка с чужими людьми и так далее. Бывает, топят детей малолетних. Вот. Ну, именно поэтому вы и работаете. Да, чтобы кто-то должен это делать. Наша основная работа – это защита прав детей.